Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Талалдиевичу. Прошу пройти к трибуне. Мы считаем, что оспариваемые нормы закона об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции, 75-летием Всеобщей декларации прав человека, а в частности, часть 1 статьи 10 и 93 статья Уголовного кодекса полностью соответствуют нашей Конституции, не нарушают принцип правового государства, гуманизма и правовой определенности. Они приняты в пределах... Я извиняюсь, Алмазбек Да. Талалдиевич. Я хотел обратиться к другим представителям государственных органов. Вы сами слышали, изначально я пытался даже сформулировать основные вопросы, на которые нам бы хотелось здесь услышать ответ. Кроме ваших основных аргументов, отнести по вопросу конституционности, соответствия Конституции оспариваемых норм, но, пожалуйста, будьте готовы, чтобы ответить на те вопросы, которые изначально после выступления обращающей стороны были сформулированы. Пожалуйста. Обеспечивают, они приняты в пределах компетенции Джолор Кенешн, своевременно подписаны президентом, обеспечивают баланс между гуманизацией уголовной политики и эффективным правоприменением. Мы считаем, что часть 1 статьи 10, которая говорит, что настоящий закон вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит исполнению в течение 6 месяцев, конкретно значит, что с момента официального опубликования этот закон должен быть исполнен. Я считаю, что это касается тех людей, преступления которых уже выявлены, находятся в производстве следственных, судебных органов, и в течение 6 месяцев в отношении этих лиц должен быть закон применен. То есть человек, находящийся под стражей или под какой-то мерой принуждения, мерой пресечения, он не должен ждать, что после 6 месяцев, почему в отношении, у него не должно возникать вопроса, почему в отношении меня не применяется акт амнистии, как-то затягивает. То есть я считаю, что законодатель, идея сама этого закона говорит о том, что эта норма должна быть применена, и закон должен быть применен в отношении именно лиц, в отношении которых чьи преступления выявлены, открыты производства, соответственно, то есть это специальный ограничительный срок устанавливается для того, чтобы люди не ждали по истечении неопределенного времени, когда в отношении их, будь это человек, который находится под стражей, кому надо пересчитать срок, будь человек, находящийся под подпиской, в отношении которого возбудили дело, и он ждет решения. В данном законе я чуть не соглашусь с позицией представителя Оргкенеша. В законе четко написано, что закон подлежит применению именно судами, не следователями, не прокурорами. То есть там четко написано, что исполнение законов возлагается на суды. То есть если это дело подпадает под амнистию, дело необходимо направить, и, соответственно, суды должны применить. Это общие нормы, но в нашем данном случае, если преступление на момент издания закона, на момент 6 месяцев, который он имел срок для исполнения, и если преступление выявлено позже, на год, на 2, и если оно подпадает под стандарт этого, под требования закона, то есть исполнено, преступление совершено до 9 февраля 2024 года, является менее тяжким, впервые совершено, то есть под все эти, соответственно, закон должен быть применен в любое время. Потому что у нас в Конституции написано, что Конституция имеет высшую юридическую силу, имеет прямое действие. И закон, смягчающий, устраняющий наказуемость, он имеет обратную силу. То есть Токмакский суд, когда рассматривал ходатайство в 2025 году, обязан был применить этот акт, и этого процесса сегодня не было. Но в связи с тем, что мы считаем, что неправильная позиция Токмакского городского суда и то, что со стороны адвокатов
данный акт не был обжалован ни в апелляции, ни в кассации, мы, соответственно, получили, да, то есть, ну, также из того, что он сегодня дал пояснение, господин Мамбетказиев, то, соответственно, оказывается, уже акт примененный, как бы закон исполнен. Поэтому, считаю, в части 93 статьи, 93 статья говорит, да, что Жоғарғы кеңеш в отношении определенного круга лиц принимает закон, предусматривая освобождение от уголовной ответственности и наказания. В 2017 году действительно, когда принимался новая редакция закона по основах амнистии и порядке ее применения, отказались от освобождения именно уголовной ответственности, потому что понятие уголовной ответственности, она является более широкое, чем конкретного наказания. Именно потому что уголовная ответственность, она, ну, она более шире, чем конкретные наказания. Например, понятие уголовной ответственности, оно, например, возникает с момента совершения преступления, выражается в осуждении действий этого лица, может реализовываться не только через наказание, но и другими способами. Это, ну, осуждение, условное осуждение, принудительные меры, которые, ну, конкретно не касаются, принудительные меры медицинского характера, это тоже уголовная ответственность. Это реакция государства на преступление государства. И поэтому, чтобы каждый раз не вызывать споры, в 2017 году была принята концепция освобождать только от наказания в виде лишения свободы. Даже не касалось это штрафов, других видов наказания. Государство пошло по принципу того, потому что в тот момент готовились новые кодексы, которые вступили с 2019 года, и там речь шла только от уголовного наказания в виде лишения свободы, от другого не освобождали, даже от штрафов не освобождали, под амнистию не подпадало. Поэтому были даже случаи, когда люди просили дать условное осуждение, потому что попасть под амнистию потом, если, ну, готовился проект амнистии, от штрафов не освобождали. То есть была такая концепция. В 2021 году опять Жоғарғы кеңеш освобождает от понятия уголовная ответственность. Я здесь представители Генеральной прокуратуры, может, они инициаторы смогут дать, почему вернулось. Потому что в целом с 2017 года освобождают только от наказания в виде лишения свободы, от других акты не освобождались. И вот в данном случае из-за того, что была судебная ошибка, ну, я не могу окончательно говорить, но по моему мнению, что это неправильные действия Токмакского суда побудили данный процесс. Да. Господин Мамбетказиев, мне кажется, правильно обратился, и то, что приняли, стало предметом, что это давно нужно было, ну, дать какой-то правовой анализ, сказать, что да, что давайте. Потому что в других старых редакциях актов об амнистии там было, если настоящий закон не был применен по истечении срока его действия, он может быть применен в любое время. То есть оговорки в предыдущих до 2017 года актах амнистии прям описка была, что ссылка, что закон может быть применен в любое время. Главное, преступление должно быть до акта амнистии. Ну и, соответственно, если он, например, человек не находился в розыске, даже при наличии розыска он мог получить наказание, ну, получить сокращение срока, потому что в части нахождения срока, нахождение в розыске никогда не влияло на снижение, имеется в виду. Оно могло повлиять на сам факт применения акта амнистии, но на вопросы снижения. Поэтому мы считаем, что в данном случае никакого противоречия нет. По 93 я попросил представителей прокуратуры, наверное, скажут, почему там Жоғарғы кеңеш освобождает, ну, от уголовной ответственности, а не от уголовного наказания, да, потому что здесь чуть-чуть есть разные эти. А в части, в общем, мне кажется, здесь Конституция четко все написано, что высшую юридическую силу Конституции мы говорим о том, что обратная сила уголовного закона распространяется на обратные действия вне зависимости, как это в законе написано, потому что приоритет Конституции. Даже в Уголовном кодексе статья 12 говорит о том, что обратная сила уголовного закона, смягчающих законов, она
неоспоримо. Да? Ну, здесь одна судебная ошибка Токмакского суда позволила нам сегодня этот процесс. Мы считаем, что никаких противоречий в данном случае нет. Есть, возможно, были какие-то споры в понятиях, но мы готовы ответить на любой вопрос, который У вас сочтете. все, да? Да.